Добрый день, наши зрители. Сегодня у нас удивительное было здесь. Вот стульчики еще остались даже стоять. И мы сидим практически так, как вот мы сидели. Сегодня было, урок, что ли, урок общения, урок уважительного отношения друг к другу при разговоре, умение слушать друг друга. Вот урок вот такой, понимаете? Урок, все стульчики кругом, костер немножко дымится. Почему Саша Шаман, вот, может быть, так как-то мягко, ненавязчиво, но провел вот этот урок. Он даже потом сказал: ну все, вы сегодня получили возможность научиться беседовать друг с другом. Вот почему он провел. Потому что утро было у нас тяжелое, мы проснулись, звуки такие, скажем так, звуки ссор слышались из разного места, недовольные какие-то возгласы и так далее. Все это было, все это требовало какого-то решения, чтобы мы научились вместе то, что раньше вот говорят, одной командой. Знаете, как трудно быть одной командой? Знаете, как трудно? Очень трудно, особенно в трудном походе. Особенно тогда, когда поход связан с риском, с большими лишениями какими-то. Это очень трудно быть одной командой. Но мы учились, вот прямо сейчас. И я бы просто хотел, вот меня просят, те, кто смотрят нас, меня просят: познакомьте вот с одним человеком, с другим, познакомьте с собачкой Долей. Я, правда, не знаю, как я смогу с ней поговорить, с собачкой Долей. Но познакомим мы все равно со всеми. Вот просят познакомить с Мариной. Я сам-то считаю, что знакомить надо тогда, когда человек 10 дней пробыл. Я 12 лучше, а еще лучше 14. Вот 14 дней пробыл вместе с нами, вот тогда можно знакомить. Но, во-первых, Марина женщина, во-вторых, прекрасная женщина, и в-третьих, она неординарная женщина. Вот. Я ее хочу просто попросить поделиться своими впечатлениями после утренних вот таких вот шумных разладов. Вот впечатление об этом уроке взаимоуважения. Урок взаимоуважения. Можно на паузу? Говори. Ни на какой паузе. Мы в эфире. Дело в том, что я очень доверчивый человек. И вот когда команда, я вот настолько вот, для меня это вот семья. Я подаюсь вот этому состоянию, да, полностью. Я настолько люблю заботиться о близких, и это мне просто необходимо. Я прям живу этим, чтобы все сыты были, никто не болел там. И обязательно, чтобы никто не ругался. Обязательно взаимоотношения не только вот в командах, а вообще между людьми. А у нас особенно вот. И когда ругаются, так плохо, становится так плохо, потому что начинают одеяло на себя тянуть, чему-то учить. В таких случаях я говорю: оденьте мои сапоги, пройдите мои дороги, споткните себя все камни мои, а потом учитесь жить. И нет уважения вот именно к диалогу, когда вот начинают, вот я женщина, меня ковырять там, женщина, понятно, дает мужчине энергию, а они присоски, эти мужчины, в каком-то роде, да, энергии питаются. Но нельзя в команде этого делать. В отряде, который вот с такой благой, сильной, мощной целью идет вперед, нельзя этого делать. Надо взаимоуважать, и если что-то тебе не нравится, ты хочешь всем фары врубить, у кого такое желание бывает, задумайся о себе, нужно ли это тем, кто единой целью дышит. Вот и есть люди, которые вот приходят первый раз, да, и пытаются чему-то учить. Durgundu kaycı görüp dil küçüktü ağala Daltanda da görüp dağa çaktı ağala Bül 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 Ürpünde de cügürü uy balasın ağala Ayranda da cügürü bat balasın ağala Bül 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 bül
Оңдоды биелеп қой баласын ақала Қазалада жүгіріп қас баласын ақала